Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник управления установления социальных выплат отделения Социального фонда России по Чеченской Республике Залина Хасаева. Все о материнском капитале. Вот об этом сегодня и поговорим. Маршал Залин. Я диктую. Перед началом нашего очень актуального разговора разрешите мне от своего имени и от нашей телерадиокомпании поздравить вас с назначением на новую должность. Всех вам благ, удачи. И мой первый вопрос. Залин, давайте сперва-наперво вспомним, что же такое материнский капитал. Не удивляйтесь, до сих пор многие не знают действительно, что такое материнский капитал. Казалось бы, просто, но есть но. Кто имеет право на эту поддержку и как реализовать это право? Прошу. Материнский семейный капитал – это мера государственной поддержки, которая реализуется с 1 января 2007 года. В соответствии с федеральным законом о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, право на государственный сертификат возникает при рождении, усыновлении ребенка детей, приобретших гражданство Российской Федерации по рождению, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения этих детей, вне зависимости от места жительства. Федеральным законом определен круг лиц, которые имеют право на дополнительные меры государственной поддержки. Это женщины, родившие, усыновившие второго, третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, женщины, родившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, если ранее не воспользовались правом на государственный сертификат, мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего и последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года, мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года, если ранее не воспользовались данным правом, а также мужчины, являющиеся воспитывающие второго, третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, являющиеся их отцами, в случае смерти матери, которая не являлась гражданкой Российской Федерации, либо объявления ее умершей. То есть отец-одиночка имеет право получить материнский капитал. Я это подчеркну. В случае смерти матери, которая не являлась гражданкой Российской Федерации. Но ребенок должен быть гражданином Российской Федерации. Да. Я правильно понял? Да. Спасибо. Верно. Продолжаем. Смотрите, с момента принятия закона о материнском капитале, насколько я помню, это было в 2007 году. Да. Правильно? С 1 января 2007 года. Вот. Насколько выросла эта сумма сегодня и каков ее размер? С момента реализации федерального закона размер средств материнского капитала вырос практически в 4 раза. В 2007 году размер средств составлял 250 тысяч рублей на сертификате. С 1 февраля 2025 года произошла индексация средств материнского капитала на 9,5%. И на сегодняшний день размер составляет на первого ребенка 690 266 рублей 95 копеек, на второго ребенка 912 162 рубля 9 копеек, и доплата за второго ребенка, если семья уже получила государственный сертификат в связи с рождением первого ребенка, составляет 221 895 рублей 14 копеек. Но это еще не предел. Нет, не предел. Возможно, еще будут. Да, индексация проводится ежегодно с 1 февраля. Вот вы говорите, чтобы наши телезрители это знали. А сколько семей в республике стали обладателями сертификатов на материнский капитал? Я правильно говорю? Да, да. А за все это время, с 2007 года, если есть такие данные, прошу. Да, данные, конечно, есть. С момента реализации федерального закона право на государственный сертификат получили более 228 тысяч семей, а реализовали свое право, то есть распорядились средствами материнского капитала, более 217 тысяч семей. И как они предпочитают распоряжаться этими средствами? Основным, самым популярным направлением использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий. Это приобретение жилья, строительство жилья, реконструкция жилья, компенсация за уже построенное жилье. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Насколько я помню, Залина, образование детей тоже туда входит. И формирование накопительной части пенсии. Я прав? Да, я верно. все правильно говорю? Да, верно, верно.
И дальше как? Что тут у нас? Лица, получившие сертификат, могут реализовать свое право на государственный сертификат при достижении ребенком, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, возраста 3 лет. Это направление, как я и говорил, улучшение жилищных условий, приобретение жилья, строительство, реконструкция и компенсация, получение образования ребенком. Здесь хочу сказать, что средства можно направить как на получение образования высшего учебного заведения и среднего. Вот что я Также, хотел, чтобы вы озвучили. На оплату образовательных услуг индивидуальных предпринимателей, которые имеют право, лицензию на занятие данной деятельностью. На дошкольное образование здесь является как исключение из правил данного направления и можно направить любой день с момента рождения ребенка. На накопительную часть пенсии одного из родителей. Также в законе предусмотрено направление средств материнского капитала до достижения ребенком возраста 3 лет. Это в любой день с момента рождения. Здесь направление погашения основного долга и уплата процентов по кредитам либо займам, уплата первоначального взноса на строительство либо приобретение жилья при получении кредита, также получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Здесь хочу отметить, что в 2025 году размер средств материнского капитала, ежемесячных средств, составляет 16 513 рублей. Также на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала. Это направление в федеральном законе появилось в 2024 году, в августе месяце, и означает, что если у заявителя на лицевом счете остается остаток средств не более 10 тысяч, то есть не превышает остаток 10 тысяч, заявитель имеет право в качестве единовременной выплаты получить данные средства. Это все то, что можно сделать у нас в Чеченской Республике. Не только в Чеченской Республике. Нет, мы говорим да, о Чеченской Республике. В Чеченской Республике можно. А на что нельзя тратить материнский капитал? Скажем, я хочу приобрести автомобиль или земельный участок, или оформить ипотеку. Тут как? Можно, нельзя? Направить средства материнского капитала на приобретение земельного участка, либо автомобиля, либо также ремонт жилья. У нас тоже также очень часто поступают вопросы такие, законом не предусмотрено. Направление средств материнского капитала, как я и говорила ранее, на погашение основного долга, уплата процентов, также первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья либо строительство законом предусмотрено. Наличными, живые деньги можно получить за материнский капитал? Нет, средства материнского капитала перечисляются на либо расчетный счет, который предоставляется при заявлении на распоряжение средствами капитала, либо если идет направление погашения кредитных каких-то средств на судный счет, наличкой мы ничего не отдаем. То есть тот, кто хочет получить наличными деньги, тут нет, нужно наличными, забыть, да? Нет, на счет перечисляем. Это хорошо. Смотрите, особый интерес, как мы уже с вами говорили, представляет возможность использования материнского капитала на строительство, приобретение или реконструкцию индивидуального жилого дома. Вот можете раскрыть эту тему поподробнее с изменениями данной графы? Прошу. Да, реализовать право на материнский семейный капитал при направлении улучшения жилищных условий – это приобретение жилья, строительство жилья, реконструкция дома, блокированные застройки, а также получение кредитов, направление средств на погашение кредитов по основному долгу, либо уплата процентов также на первоначальный взнос при приобретении жилья, либо на строительство жильем. Все это предусмотрено федеральным законом. Здесь основные нюансы направления средств являются то, что объект должен находиться обязательно на территории Российской Федерации, обязательно должны быть выделены доли в приобретаемом либо в строящемся объекте. И объект, вот с 2025 года в законе произошли изменения касательно приобретения жилых помещений, направления средств материнского капитала на компенсацию за уже построенное жилье, а также за реконструкцию, когда необходимо предоставить заключение о пригодности жилья. Данное заключение выдается органами местного самоуправления в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 2006 года под номером 47 по заявлению лица, то есть владельца сертификата, который приобретает, например, жилой дом.
Данное заключение необходимо предоставить в территориальный орган социального фонда при обращении лица с заявлением о распоряжении средств материнского капитала. И хочу отметить также, обратить внимание наших телезрителей, что с 2025 года отсутствие данного заключения является основанием для вынесения отказного решения по заявлению лица. Вот только хотел вас спросить, а когда могут отказать? И тут еще я хочу, чтобы вы объяснили, разъяснили, раскрыли. Вот экскроу счета. Это что такое? Что это за механизм? С чем его едят? Escrow счет – это специально защищенный счет, который открывается между бенефициаром и депонентом. Бенефициар здесь может выступать застройщик, либо индивидуальный предприниматель по договору строительного подряда. Депонентом выступает владелец сертификата, либо супруг владельца сертификата при заключении официального брака. И также третье лицо, это как доверительная сторона, здесь выступает банк. То есть это своеобразный защищенный счет, основной целью которого является, когда депонент вносит платежи ежемесячные, либо единоразовые, либо как в качестве первоначального взноса, данные платежи хранятся на данном счете, защищенном счете, и никто, ни одна сторона, ни депонент, ни бенефициар не может ими распоряжаться до момента ввода в эксплуатацию объекта. Счета escrow активно используются и нормативно закреплены в законодательстве 2019 года. В основном escrow счета мы используем при направлении средств по договорам долевого участия. Эти все законы вступили в силу уже в марте месяце? Или еще не вступили в силу? Да, закон, предусматривающий использование счетов escrow, мы еще с 2019 года применяем, потому что в июле Там, я знаю, как с марта какие-то изменения происходили. С марта изменения – это когда при строительстве жилого помещения, жилого дома индивидуальные предприниматели, как сторона, одна из сторон договора строительного подряда, должна использовать данные счета. И вот то же самое, как при долевом строительстве, до завершения объекта вот этой стороной средства будут храниться на данном счете. Хочу также отметить, что не сторона, которая также положила данные средства на счет, не может их забрать, не другая сторона. То есть за защиту данных средств отвечает банк, как доверительная сторона. Положил туда, и они там лежат. Да. В случае, если, например, застройщик, вот возьмем его, не выполнил какие-либо обязательства, дом не сдан в эксплуатацию, данные средства возвращаются обратно на лицевой счет, на материнский семейный капитал. Там какая-то комиссия проверяет, сдан, да, не сдан дом. Здесь создан специальный фонд защиты интересов граждан. Вот хорошо, что вы сегодня сюда пришли и это все объясняете. Какие еще изменения в правилах распоряжения материнским капиталом актуальны на сегодняшний день? Что мы должны знать, о чем необходимо знать нашим жителям, чтобы максимально эффективно использовать данную меру поддержки? Залин. На сегодняшний день, как я и выше сказала, необходимо знать обязательно при приобретении жилья, при направлении средств на компенсацию за уже построенное жилье, либо реконструкцию. Необходимо знать, что жилье обязательно должно быть пригодным для проживания и не подлежащим сносу, находиться на территории Российской Федерации и обязательно должно быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи. Это является одним из условий целевого использования средств материнского семейного капитала. Также из нововведений хочу сказать насчет единовременной выплаты, которую, может, многие не знают, изменения в законе, которые вступили в августе 2024 года, что гражданин, если у него на счету имеется остаток средств, не превышающий 10 тысяч, может в единовременном формате с путем подачи заявления через портал государственных услуг получить данные денежные средства на свой лицевой счет. Обналичить материнский капитал мы с вами уже говорили. И тут я хочу у вас спросить вот о чем. А какие действия следует предпринять владельцам данных сертификатов, если им поступают подобные предложения? Или же предложение продать сертификат, или же предложение мы вам поможем получить наличные деньги. Предупрежден, значит вооружен. Как тут быть? Бывают такие случаи, согласитесь? Да, бывают. Такого понятия, как обналичка, федеральным законом не предусмотрено.
Реализация права на государственный сертификат строго прописана основными направлениями в федеральном законе. И так называемые обналички средств являются незаконными. Социальный фонд строго следит за целевым использованием средств федерального бюджета, и вот такие вот действия не допускаются. Продать можно сертификат? Нет, такого понятия нет. Такого понятия нет. Продавать его нельзя. Только Давайте скажем строго... так, категорично, продавать его нельзя. Продавать его нельзя. Есть строго направление, которое указано в федеральном законе, как я и перечисляла, и использовать материнский капитал можно только по этим направлениям. Спасибо, что пришли, ответили на наши все вопросы. И последний мой вопрос, завершение нашего разговора. Вы хорошо сегодня говорили, хорошо донесли информацию, спасибо вам за это. И еще раз хочу вам сказать, а точнее спросить, вот, уточните, где можно получить подробную информацию о материнском капитале, чтобы развеять все сомнения и принять верное решение нашим жителям. Получить подробную консультацию по реализации права на государственный сертификат, а также получение самого государственного сертификата и другие интересующие вопросы наших граждан можно в территориальном органе социального фонда. Это клиентские службы, которые у нас в каждом районе находятся. Также хочу отметить, что с начала 2025 года в отделении социального фонда по Чеченской Республике реализован единый контактный центр, который обслуживает не только жителей Чеченской Республики, но и также жителей других регионов. То есть не обязательно приезжать к вам, скажем так, головной офис, Да, они на местах, в каждом районе, могут городе. позвонить, свяжутся с специалистом, ответят на любые вопросы, дадут подробную консультацию по любым вопросам. Покажут, скажут, где, Да, как, объяснят, что. помогут Объяснят. и направят. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на все наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в Благодарю. новой должности и в жизни тоже. Спасибо большое. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Надеюсь, правильно все поняли. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник управления установления социальных выплат отделения Социального фонда России по Чеченской Республике Залина Хасаева. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.